Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов-112», в студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем, кто встал на защиту нелицензированных препаратов для лечения пчел. Я сообщаюсь с многими, получается, пчеловодами из ближнего зарубежья, Беларуси, Украины, которые, получается, они на сегодняшний день, как говорят, единственные эффективные. И почему суд так и не вынес приговор Фирудину Гусейнову. Покажем, как с помощью ножа 33-летний казанец взял 51 тысячу рублей микрофинансовой организации. Я не знаю, просто получился спонтанно. Я сейчас и живу, кстати. Как вышли на подозреваемого. И что увидели автоинспекторы в двух тоннелях, устроенных ими для водителей. Мужчина, здравствуйте. Инспектор даже патрульной службы, старший лейтенант Шакиров. Это и не только. Прямо сейчас. Не определили очередность проезда и устроили серьезную аварию. На пересечении улиц Ершова и Гвардейская столкнулись «Опель Астра» и «Шкода Октавия». Авария, произошедшая в вечерний час пик, парализовала и без того плотное движение на этом перекрестке. Все подробности у Рамиля Шайдуллина. Оттуда ехал. А кому зеленый был? Неизвестно пока. Водитель «Шкоды» находился в эмоциональном шоке и не смог в целом прояснить ситуацию. За него это сделал владелец «Опеля». Мужчина отметил, что двигался с улицы Ершова налево в сторону Гвардейской. В это же время навстречу двигалась «Шкода». Он, видимо, спутал светофор, похоже. Я налево поворачивал, стрелка только загорелась, я тронулся, считай, и удар. В результате столкновения у чешской иномарки слетел передний бампер. Досталось и «Опелю». Удар пришелся в переднее колесо. Водитель избежал серьезных травм. Колесо мне выгнал. Ну, тут километров 40, наверное, если он оттуда, скорее всего, откуда ехал. 40-50 край, но не больше. Никто не пострадал в итоге у вас? Нет, у меня вот подушки. Подушки сработали? Да. Никто из участников аварии свою вину не признал. Оба водителя остались дожидаться на месте сотрудников ГИБДД. Рамиль Шайдуллин, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов-112. А на улице Аграрной накануне вечером Hyundai Solaris сбил пожилого мужчину. Пострадавшего госпитализировали приехавшие на место происшествия медики. 61-летний мужчина получил ушиб головного мозга и скальпированные раны лица и головы. Водитель иномарки от комментариев отказался. Его точку зрения рассказал друг. По его словам, пожилой человек вместе с девушкой переходили дорогу на запрещающий сигнал светофора. Увидев людей на зебре, водитель нажал на тормоз, но избежать наезда не смог. Девушка при этом не пострадала. Автоинспекторы же на месте пришли к выводу, что 28-летний водитель иномарки проехал на красный свет, из-за чего и наехал на человека. ДТП со смертельным исходом произошло в Тукаевском районе. На трассе набережные Челны-Нижнекамск столкнулись «Лада Гранта» и «Газель». По предварительной версии, за рулем легковушки была 36-летняя женщина. Она не справилась с управлением. Прибывшие на место пожарные и спасатели вскрыли искореженную машину и достали пострадавшую автоледи и передали медикам. Кроме нее в машине находился 50-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте. Сегодня Советский суд Казани должен был огласить приговор Фирудину Гусейнову, обвиняемого в незаконном производстве препаратов для лечения пчел. Как выяснили полицейские, сотрудник кафедры органической химии, по совместительству директор коммерческой фирмы, разработав лекарство и организовав его выпуск, не позаботился о получении лицензии. В итоге бизнес получился незаконным. Айрат Назипов узнал, почему приговор так и не огласили и кто же встал на защиту обвиняемого. Все препараты соответствуют ГОСТу, там никаких проблем нет. Мужчина утверждает, препарат полностью безопасен. Разработку лекарства он начал еще в 90-х годах для лечения медоносных пчел. Получил патент и начал воплощать задуманное в жизнь. По мнению самого подозреваемого, вся его вина в том, что не было нужных документов. Уверяет, что в 2015 году изменилось законодательство, регулирующее эти вопросы, и он по незнанию не получил лицензию. Злого умысла не было. Информацию о том, что генеральный директор коммерческой фирмы организовал производство лекарственного препарата, средства для лечения медоносных пчел, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Татарстана получили в марте 2017 года. В соответствии с федеральным законом об обращении лекарственных средств, средство является лекарственным препаратом и подлежит государственной регистрации. Сотрудники Управления экономической безопасности задержали 57-летнего подозреваемого 20 апреля.
За время производства лекарство стало очень популярным среди пчеловодов. Сегодня в суд пришли те, кто пользовался препаратом, пока его не сняли с производства. Можно сказать, я уже около 15-17 лет занимаюсь пчеловодством. И постоянно единственный препарат на сегодняшний день, который более эффективный. Мужчина очень переживает за то, что запасы препарата у него закончатся, а взять больше будет просто негде. В ветеринарном паспорте его пасеки, который находится в Зеленодольске, лекарство упоминается неоднократно. Я с своей стороны, как пчеловод, я себя считаю профессионалом, я сообщаюсь с многими, получается, пчеловодом из ближнего зарубежья, Беларуси, Украины, которые, получается, они на сегодняшний день, как говорят, единственный эффективный. Сегодня суд должен был огласить приговор по этому делу. Допрос свидетелей затянулся на 2 часа, но и это было недостаточно, чтобы выслушать всех. Суд решил перенести заседание на 27 ноября. Айрат Назип, Фаларыкова, Азат Самигуллин, вызов 112. Зашел в микрофинансовую организацию, взял 51 тысячу рублей и вышел. Документов не предъявлял, а в качестве аргумента использовал нож. Девушку, сотрудницу организации, запугать было несложно. Скрывался от полиции на автобусе, но мечты о преуспевающей жизни за чужой счет воплотиться не успели. Подозреваемого задержали. Станислав Яковлев знает, как на него вышли. Я не знаю, просто получилось спонтанно так. Я сейчас и живу с один. Днем? А? Днем? Он зашел в офис микрофинансовой организации, достал нож и направился прямиком к двери в служебное помещение. Оттуда в это время выходила сотрудница, 19-летняя девушка. Он втолкнул ее внутрь, там видеокамер уже не было. Как позже она рассказала полицейским, мужчина, угрожая, потребовал дать всю наличность. В общей сложности набралась 51 тысяча рублей. Испугавшись за свою жизнь, 19-летняя девушка выполнила все его условия. Получив денежные средства, злоумышленник вышел из офиса, сел в маршрутный автобус и уехал в неизвестном направлении. В полицию сообщили сразу же. Подозреваемого отследили по камерам видеонаблюдения. Задержали мужчину быстро. Ранее он уже неоднократно был судим. 33-летний житель Казани от совершения очередного преступления отпираться не стал, вину признал и рассказал подробности. Что помнил? У меня нож был, я не помню, я, по-моему, не доставал. Зашли, деньги потребовали, Да. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. Станислав Яковлев, Фаларыкова, вызов 112. Сразу 2 тоннеля устроили автоинспекторы водителям сегодня в Казани. Проходили рейды в разное время и в разных районах города. И во время каждого выявлены десятки нарушений. Какие, знает Алла Рыкова. Мужчина, здравствуйте. Инспектор даже патрульной службы, старший лейтенант Шакиров. За один такой рейд сотрудники ДПС могут проверить тысячи машин. Нарушений много, цель одна – следить за порядком на дорогах и обеспечить безопасность всем участникам дорожного движения. Этот тоннель имеет свою особенность. В последнее время участились случаи наездов на пешеходов. Сегодня в городе Казани проводится мероприятие профилактическое, направленное на выявление водителей, не представляющих преимущества пешеходу. Данное мероприятие направлено также на выявление водителей, не имеющих водительского удостоверения, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, имеющих задолженности по административным штрафам. Всего за час небольшим сотрудники автоинспекции выявили около 20 нарушений правил дорожного движения. Сегодня же в другое время и в другом месте более 30. Водители все старались исправлять на месте. Чтобы охватить 100% транспортного потока, операция «Тоннель» проводится на оживленных проспектах. Сегодня местом проверки было выбрано пересечение улиц Чайкова и Амирхана. Подобные мероприятия в Казани проводятся регулярно, несколько раз в месяц. Алла Рыкова, Азат Самигуллин, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.